В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Изменили положение о выплате пособий, произвели кадровые назначения, рассмотрели другие вопросы. Репортаж заседания Кабинета министров. Увековечили имена героев. В УВД столицы открыли памятную доску с именами погибших сотрудников милиции. Об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества в Сухуме пройдет 6-й российско-абхазский деловой форум. Развитие и укрепление связей с Российской Федерацией во всех сферах – важная составляющая экономического становления Абхазии. Об этом заявил сегодня президент Рауль Хаджимба на встрече с руководителем Росстандартта России Алексеем Абрамовым. На встрече также присутствовали руководители Госстандарта Абхазии. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России осуществляет функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии. Алексей Абрамов отметил, что агентство делает многое для выстраивания отношений с партнерами. Федеральное агентство готово поделиться опытом в сфере технического регулирования со своими абхазскими коллегами. Мы готовы со своей стороны сделать всю необходимую подготовительную работу для того, чтобы такие условия для взаимной торговли у нас улучшались. И уже мы с коллегами из Абхазии, с Госстандартом Республики Абхазия уже ведем тесное сотрудничество. У нас есть предварительные документы, которые мы подписали. Завтра мы будем подписывать меморандум о взаимопонимании между двумя органами власти. И у нас есть конкретная дорожная карта по тому, как помочь нашим абхазским коллегам и сформировать правильное нормативно-правовое регулирование, поддержать их с точки зрения разных обучающих мероприятий, которые позволят передать тот опыт, который у нас есть. Мы не просто говорим о возможности сотрудничества с российской стороной, и те соглашения, те документы, которые ранее подписаны, как раз таки должны способствовать тому, чтобы это сотрудничество получало полное развитие. И завтрашний форум тоже тому свидетельство. Как раз таки для того, чтобы показать еще раз готовность абхазской стороны участвовать во всех тех процессах, которые происходят и в самой России. Для нас это важная составляющая экономического становления Абхазии. Достаточно сложно, конечно, выстраивать все на этом этапе, в тех процессах, которые имеют место быть вот и в самой России, и вокруг России. Понятно, что наши контакты не самые большие, и активность как раз таки отношений с Россией для нас она существенная и значимая. Поэтому все те отношения, которые сегодня складываются, я думаю, будут полезны буквально в ближайшее время, они будут уже результативны. Сегодня же президент Рауль Хаджимба принял представителей компании-производителя рентгеновского оборудования из Кабардино-Балкарской республики, генерального директора Севкаврентген-Д Битала Хуштова и председателя Совета директоров компании Романа Пономаренко. Во встрече также принял участие министр здравоохранения Анзор Гоов. Фирма успешно выполнила заказ Минздрава на поставку высококачественного рентгеновского оборудования в целый ряд больниц нашей страны. Роман Пономаренко выразил готовность, в частности, рассмотреть вопрос о локализации производства оборудования на территории Абхазии. Президент поблагодарил руководство Севкаврентген-Д за высокое качество поставленного оборудования и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. В положение о порядке назначения и выплаты пособий многодетным семьям и одиноким матерям внесено изменение. Решение об этом было принято сегодня на очередном заседании Кабинета министров, которое провел первый вице-премьер правительства Шамиль Адзинба. Министры также приняли ряд постановлений по земельным участкам. Об этом и других вопросах, обсуждавшихся на заседании, расскажет Наала Мукба. Заседание правительства началось с кадровых вопросов. Министры приняли решение о переназначении на некоторые должности. Так, Денис Гулария останется заместителем председателя Пенсионного фонда республики, а Дмитрий Эник переназначен на должность заместителя начальника Государственного архивного управления. Фонд социального страхования и охраны труда возглавит Амиран Какалия, а заместителем исполнительного директора Дорожного фонда республики стал Виталий Цвижба. Затем министры приступили к обсуждению других пунктов повестки дня, главным из которых был вопрос внесения изменений в положение о порядке назначения и выплаты пособий многодетным семьям и одиноким матерям. На предыдущих заседаниях мы уже принимали
постановление, где увеличились выплаты по этим пособиям. Но там единственная была оговорка о том, что военнослужащие лишаются этого. В связи с чем? В соответствии с законом Республики Абхазия о статусе военнослужащих на период прохождения срочной военной службы военнослужащие находятся на полном государственном обеспечении. А пособие – это форма материального обеспечения, предназначенная на нужды детей и выплачиваемая из государственного бюджета. Закон нарушался фактически. Мы сейчас приводим это все в соответствие. Наиболее обсуждаемыми на заседании стали вопросы выделения нескольких земельных участков в Гудаутском районе и селе Тамыш под строительство санаторно-курортных объектов. Государство поддерживает такие инициативы, направленные на развитие гостиничного бизнеса, но при условии соблюдения обязательств, которые берут на себя фирмы-застройщики. Поэтому члены правительства приняли решение о выделении в селе Тамыш фирме «Леон» 1,5 гектаров земли вместо запрашиваемых застройщиком 8, чтобы посмотреть, как будет развиваться бизнес и в случае выполнения всех договоренностей в будущем выделить и остальную часть. При этом, как отмечалось на заседании, помимо экологической и других важных экспертиз, на объектах, которые выделяются под строительство, будет проводиться предварительная археологическая экспертиза. Министерство культуры не является экспертом, который указывает на недочеты, и вот вы сделаете. Вы должны не только это заметить, но сами предложить вариант решения этой проблемы. Найдите, пожалуйста, механизм, приемлемый в рамках закона, приемлемый для Министерства культуры, приемлемый для землеустроения и для этих всех дел. Это есть экономика наша, да, развивая курортную сферу. При этом мы должны сохранять и наше наследие культурное. С учетом некоторых замечаний было принято решение о выделении 4 земельных участков различным фирмам в Гудаутском районе для сооружения там курортных объектов. Министры рассмотрели и другие вопросы. Нала Мукба Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Сегодня день памяти видного ученого, общественного и политического деятеля Абхазии Тамары Платоновны Шакрыл. 12 ноября 2004 года во время массовых волнений, связанных с президентской выборной кампанией в Абхазии, Тамара Шакрыл была смертельно ранена. Указом Владислава Ардзинба за выдающееся мужество и героизм в борьбе за независимость Республики Абхазия она посмертно удостоена звания Герой Абхазии. Сегодня президент Рауль Хаджимба, ученые и представители общественности возложили цветы к мемориальной доске Тамары Шакрыл. В 11-ю годовщину со дня гибели Тамары Платоновны Шакрыл к дому, где она жила, пришел президент страны Рауль Хаджимба, чтобы возложить цветы к мемориальной доске и поклониться памяти ученого и патриота. Этот человек сделал для Абхазии очень много. И сделал в тот период, когда многие боялись поднять голос о ситуации в Абхазии, вообще об абхазах. И не учитывая это просто было бы неправильно. Тамара Платоновна была просто патриотом. И вместе со своей сестрой это лица, которые впервые заявили об Абхазии тогда, достаточно громко, в самые трудные времена. Говоря о трагической гибели Тамары Шакрыл, президент подчеркнул: этого не должно быть в нашей жизни, это не должно повторяться. Память выдающейся дочери абхазского народа почтили ученые-обеги. Многие из них лично знали Тамару Платоновну, были коллегами и единомышленниками. По их мнению, Тамара Шакрыл была уникальна во всем, и как личность, и как ученый. Беззаветно преданная интересам своего народа, она совершала поступки, требующие завидного мужества и силы духа. В те самые трудные годы я читал ее письма, которые написала правительству о закрытии абхазских школ. Далеко не каждому мужчине осмелился бы поднять голос. Это человек, который избрал путь, из которого он не свернул, хотя ее и преследовали, и не работал очень долгое время. Трудно было, но этот человек не склонил головы. Вот за это я преклоняюсь, не только за это, но за это, как пример потомкам, преклоняюсь перед ее памятью. Тамара Шакрыл придерживалась в своей жизни высших духовных идеалов. Этим же ценностям она учила и других, своих студентов, аспирантов. Истоки такого характера, по мнению историка Аслана Авицба, в семье, где выросла Тамара Платоновна. Приверженность этическим принципам, требовательность по отношению к себе – все это родом из детства, считает он. Такие люди, как Тамара Платоновна, они не могут не делать то, что считают правильным. То есть они живут, как учат жить. Они же все учителя, они все подвижники. Поэтому она, зная, что правильно, никогда не поступала неправильно. Научные работы Тамары Платоновны до сих пор во многом новаторские. Ее концепция абхазского языка поражает глубиной исследования. Ученые подчеркивают, эта глубина подчас недоступна многим. Ее работы
по-настоящему неоценимы. Система построения языка на уровне древнегреческого, если не древнее. Тамара Платоновна дошла до каких-то глубин, до которых наша филология пока не успела или не в состоянии дойти. Она сравнивала абхазский язык с древнегреческим языком, считала, что два языка, абхазский и древнегреческий, способны передать весь мыслительный процесс человека. Лично знавшие Тамару Платоновну подчеркивали, такие люди, как она, не могут быть счастливы в общечеловеческом смысле этого слова. Несовершенство мира, его несправедливость не дают им успокоиться. И только смерть прерывает их стремление изменить все к лучшему. После своей трагической гибели указом Владислава Арзенба Тамара Платоновна была удостоена звания Героя Абхазии. С Тамарой Платоновной то же самое произошло, как и с Владиславом Арзенбом. Это говорит о том, что они действительно великие люди. То есть сперва тебя не знают, потом узнают, потом признают, а потом предают. Но ты остаешься в истории. Вот это уже показатель величия. Она спасла тысячи людей своей смертью. Но мы должны всегда помнить, вечная память о таких людях. Слава Богу, слава Всевышнему, что у нас такие люди были, есть и будут, и еще родятся. Но такие люди именно будут служить примером. Тамара Шакрыл – выдающийся ученый, автор целого ряда научных статей и книг. Другой аспект ее жизни – национально-освободительная борьба за права абхазского народа. В обеих ипостасях она выразила себя ярко и сильно, оставив заметный след в истории Абхазии, заслужив благодарность ее народа. Белла Кварчи, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Спасли ценой своих жизней сотрудники милиции Анатолий Сидоренко и Руслан Шенгелия погибли в ноябре 1993 года, когда преступники пытались захватить УВД столицы. Заместитель коменданта Сухума, кубанский казак Анатолий Сидоренко, накрыл своим телом гранату и спас 10 человек. С ним вместе погиб заместитель начальника отдела уголовного розыска майор милиции Руслан Шенгелия. Имена героев увековечены на мемориальных плитах, торжественно открытых сегодня во дворе управления внутренних дел столицы. Репортаж Асиды Малия. В тот трагический день события разворачивались во дворе здания столичного УВД. Первые месяцы послевоенной жизни, 10 ноября. Криминогенная обстановка в республике все еще оставалась тяжелой. Сотрудники милиции задержали группу людей, которые вели хаотичную стрельбу в районе Красного моста. Задержанием и водворением их в УВД занимался заместитель военного коменданта кубанский казак Анатолий Сидоренко. Позже в УВД прибыла вооруженная группа людей, которые требовали освобождения задержанных. То, что происходило дальше и сегодня, отчетливо помнит очевидец тех событий, полковник милиции Аслан Дгибия. В самом деле героизм. 3 граната были отняты, 4-я была отнята, но сработала. Он ложит под колено, ложится на гранату. В результате чего он погиб на месте. Руслан Чичкович был ранен, будучи доставлен в больницу, скончался. И еще помимо них 9 человек были ранены и тяжело ранены. На 2 мемориальных плитах увековечены имена героически погибших сотрудников милиции майора Руслана Шенгеля и военного коменданта столицы Анатолия Сидоренко. В церемонии открытия приняли участие родственники погибших, министр внутренних дел Абхазии Леонид Запшба, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Симон Григорьев, личный состав МВД. Они возложили цветы к мемориалу памяти героически погибших сотрудников. Леонид Запшба в 1993 году работал заместителем министра внутренних дел и начальником УВД Сухума. О своих боевых друзьях он говорит как об ответственных, смелых и преданных работе сотрудниках. На момент гибели ветерану Отечественной войны народа Абхазии, добровольцу, кубанскому казаку Анатолию Сидоренко было 60 лет, Руслану Шенгеля – 38. Тогда он работал заместителем начальника уголовного розыска УВД Сухума. Это близкие, родные нам люди были. Руслан Шенгель очень ответственный человек был. Анатолий Сидоренко очень отважный человек был. Вы знаете, он физически был подготовлен, имел черный пояс. Он все делал для воспитания молодого поколения. Он очень гордился тем, чем он занимался. Нашим героям, а нашим боевым друзьям, пускай земля будет пухом, мы всегда о них будем вспоминать. Симон Григорьев в своем выступлении подчеркнул, что поступок сотрудников милиции, спасших своих коллег ценой своей жизни, достоин высшего уважения. Этот случай стал проявлением образцового выполнения своего служебного долга. Все сотрудники, все мы, молодое поколение,
правоохранительных органов должно равняться на память этих героев. 1 апреля ежегодно в Краснодарском крае вспоминают добровольцев, погибших в ходе боевых действий в Приднестровье и Абхазии. Помощник атамана Краснодарского края Александр Грищенко выразил благодарность за то, что в Абхазии высоко чтят имена погибших казаков. Хочу поблагодарить также всех, кто инициировал открытие монументальных досок. На этих примерах в казачьих классах, на этих героических примерах мы воспитываем нашу молодежь. Слова благодарности в свою очередь выразили родные и близкие Руслана Шенгеля и Анатолия Сидоренко. Земля родная, помни нас и всех, и каждого отдельно. Земля родная – это мы. Они уже ничего не могут сделать. Нам осталось хранить, беречь, и от нас зависит, какая земля, какая память будет для них. За проявленное мужество и героизм Анатолий Сидоренко посмертно удостоен высокого звания Герой Абхазии. Руслан Шенгеля посмертно награжден орденом Леона за проявленный героизм. Асида Малия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. 10 ноября Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в отношении должностных лиц ЮСК, генерального директора Вадима Матуа, главного инженера Анатолия Кожакова и начальника планово-технического отдела Дмитрия Лапина возбуждено уголовное дело по пунктам А и Б части 2 статьи 235 УК Республики Абхазия. Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенной по предварительному сговору группой лиц для детей в возрасте до 6 лет. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом 100 тысяч рублей. Также Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении Вадима Матуа и индивидуального предпринимателя Артура Терекяна по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Республики. Присвоение, то есть хищение чужого вверенного виновному имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере свыше 150 тысяч рублей. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Вышеуказанные преступления были установлены при строительстве детского дошкольного учреждения в городе Гудаута по улице Лакирбая в рамках уголовного дела в отношении Вадима Матуа и других, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Республики Абхазия. Завтра в Сухуми начнет работу 6-й российско-абхазский деловой форум «Реализация потенциала двустороннего сотрудничества». Форум организуют Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации. Его формат предполагает проведение пленарного заседания и работу круглых столов по актуальным вопросам двустороннего партнерства. Инвестиционная политика, перспективы развития сельского хозяйства, туристическая отрасль и развитие инфраструктуры в контексте двустороннего партнерства – основные темы форума. Мероприятие проводится для привлечения инвестиций для малого и среднего бизнеса, финансирования инвестиционных проектов в области строительства, промышленного производства, туризма и сельскохозяйственной продукции. Основная цель форума – сверка часов, как говорится. Вы знаете, что есть многочисленные соглашения с Российской Федерацией. Российская Федерация – стратегический партнер Республики Абхазия. И, конечно же, форум позволяет на высоком уровне обсудить проблемы текущие, обсудить дальнейшие пути сотрудничества, усилить работу, улучшить работу. И, конечно, это такая площадка очень важна для Абхазии и для развития двухсторонних отношений с Российской Федерацией. В рамках форума будет работать выставка-экспозиция «Абхазия-2015», а также состоится пленарное заседание «Абхазия-21 век». Одним словом, будет идти речь о потенциале взаимодействия Республики Абхазия с регионами Российской Федерации. В этом году форум посетят главы регионов России. Сотрудничество с регионов, как все знают, в приоритете руководства страны. Естественно, площадку форума тоже мы максимально будем использовать для того, чтобы это сотрудничество укрепить, это сотрудничество развивать.
Круглые столы, которые планируется провести в рамках форума, предусматривают обсуждение двустороннего сотрудничества между российскими Минэкономразвития, Министерством по делам Северного Кавказа, Минэкономики Республики Татарстан, главами субъектов России с абхазскими министерствами экономики, сельского хозяйства, по курортам и туризму. В деловом форуме примут участие представители администрации президента России, аппарата президента Абхазии, замминистра Минэкономразвития России, главы регионов России и Абхазии, представители органов исполнительной и законодательной власти. В Абхазии уверены, что опыт и рекомендации российских коллег зададут положительный импульс для развития страны в целом. В рамках форума будут подписаны важные для обоих государств документы. Сима Аргун, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. Сегодня в нашей программе прямой эфир. Гость ведущей передачи АФТ Элеонора Когония, депутат парламента Аполлон Гургулия. Речь в прямом эфире пойдет о проблемах демографии и здоровья нации. А затем смотрите расширенный репортаж заседания профильных групп парламента по вопросам НДС. Заседание прошло накануне в Народном собрании. В Сухуми прошел чемпионат по нардам среди инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В турнире приняли участие более 20 ветеранов со всех районов страны. Организатором мероприятия является Ассоциация инвалидов по Сухумскому району совместно с Государственным комитетом по физической культуре и спорту. Финансовую помощь в проведении чемпионата оказала миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Председатель Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии по Тхорчанскому району Ма Виктория приезжает на этот турнир второй год подряд. Признается, сколько себя помнит, всегда увлекался игрой в нарды. В этом году на турнир приехал со своей командой. По его словам, победа здесь не самое главное. Сегодняшняя встреча здесь дает стимул для любого инвалида войны. Я очень благодарен тем, которые организовали вот такую встречу. И хотелось бы, чтобы каждый год она повторялась. Как любой абхаз, с детства играем в эти нарды. Основная цель чемпионата – возможность вовлечения людей с ограниченными возможностями в активную спортивную жизнь, а также пропаганда здорового образа жизни. Подобный турнир в Абхазии проводится второй год подряд. В этом году в нем приняло участие 21 ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Вообще спорт в жизни людей с ограниченными возможностями играет большую роль, так как он является одним из таких моментов социальной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями. Значимость спорта, в данном случае нашего турнира, еще заключается в том, что не только там кто победит и так далее, а люди имеют возможность пообщаться, поговорить. В последнее время спорт среди людей с ограниченными возможностями начал приобретать все большую популярность. Тому подтверждение частые чемпионаты по различным видам спорта среди инвалидов. Например, недавний турнир по футболу. А тех, кто не играет в футбол или теннис, можно увидеть за игрой в нарды. В этом году официальным спонсором турнира выступила миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Основная идея – просто поддержать их, сделать достоянием общества то, что они активны, что они полны силы духа, и то, что с этими ребятами надо, наверное, почаще встречаться всем и по возможности проводить подобные совместные мероприятия. Игра в нарды длилась несколько часов и выдалась довольно интересной. Среди игроков царила атмосфера дружелюбия и азарта. Чемпионат выявил 4 победителей. На первом месте Беслан Квиквискири. Второе место занял Гомби Парцхол Аглы и Эрик Портава на 3-м месте. И 4-е место завоевал Зазала Гвилава. Сотрудники миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии наградили победителей телефонами и планшетами. Сария Смыроста Мургожева, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 65 рублей 45 копеек, евро 70 рублей 34 копейки. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем плюс 11-13 градусов. Температура морской воды плюс 17 градусов. По Сухому облачная погода, временами ливневый дождь. Температура воздуха ночью плюс 7, днем плюс 12 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.